В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В селе Кустур Эвено-Бытантайского района загорелся спортзал школы. Пожарные продолжают бороться с огнем, чтобы не допустить переброса очага на основное здание учреждения. Школьники Якутска приступят к очным занятиям уже со следующей недели. Между тем решается вопрос о возвращении в аудитории студентов вузов и средних специальных учреждений. Районный совет депутатов Нерюнгринского района принял отставку главы Виктора Станиловского и назначил дату выборов. Экспедиция по маршрутам прокладки Волс возьмет старт из Якутска. 5 специальных автомобилей преодолеют путь от столицы региона до линии Магадана. Конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» прошел в Нерюнгринском районе. Активное участие приняли ученики информационно-технологического лицея. Работники культуры и спорта Мирного объединились, чтобы создать уникальную методику оздоровления в направлении этнофитнес. На момент пожара здания школы в поселке Кустур Эвено-Бытантайского района детей не было. В этот день по решению районного оперативного штаба они учились в дистанционном формате. По словам представителя администрации поселка, общая площадь школы составляет 1200 квадратных метров, площадь спортивного зала около 200. Школа была построена в 2009 году из бруса, имеет обшивку профлистом. Напомним, сегодня вечером в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о пожаре в спортивном зале школы в поселке Кустур. На момент прибытия добровольной пожарной команды поселка горела кровля спортзала. По данным на 19 часов крыша зала полностью сгорела. На момент возгорания в эти минуты работает 1 единица спецтехники и 8 человек из числа добровольной пожарной команды поселка. Также в 19 часов прошло оперативное совещание КЧС под председательством Алексея Колодезникова. Представители поселка сообщили о том, что рядом со школой находится котельная, которая питает школу теплом. Алексей Колодезников в ходе совещания дал поручение взять на контроль этот вопрос и не допустить перемещения огня на данный объект. Выехала у нас водовозная техника и пожарная машина с Акрыла, но там расстояние очень большое, почти 100 километров. Соответственно, сейчас идет работа с гидрантов, с тепловых сетей ГУПа ЖКХ, поэтому отдельно дано поручение на контроле взять объект теплоснабжения. Сама котельная стоит близко от школы. Соответственно, сегодня у нас там дети не учились, потому что учатся на удаленке. Выехал начальник управления образования в Кустур. Ну и я поручил отправить туда директора филиала ГУП ЖКХ. Пока такая информация. Между тем, во время заседания КЧС было решено провести проверку всех объектов социальной инфраструктуры на предмет готовности к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил председатель Госкомитета обеспечения безопасности жизнедеятельности Дмитрий Лепчиков. В связи с участившимися пожарами, особенно в тех районах, где у нас в последнее время низкие температуры, это практически по всей территории республики, есть предложение Пожнадзору совместно с участием сотрудников Государственной противопожарной службы проверить все объекты социального блока на предмет исправности модулей по пожарным извещателям, ну а также проверить модули по пожаротушению. Продолжаются ремонтные работы энергоблока в Нерюнгринской ГРЭС. Напомним, авария, повлекшая за собой отключение 2 блоков общей мощностью 390 мегаватт, произошла минувшим днем. Аварийные бригады провели интенсивное расхолаживание вышедших из строя энергоблоков. Сварочные работы должны завершить завтра, в первой половине дня. Затем планируют гидравлические испытания. Если все пройдет успешно, энергоблоки введут в работу в этот день. Первый вице-премьер Алексей Колодезников поручил структурным подразделениям завершить ремонтные работы в срок. При этом он предупредил, что нужно быть готовыми к любой ситуации. Сейчас у нас вот эта вышедшая мощность прикрывается через
якутские станции, с ЕГРЭС и ЕГРЭС Новая, а также с каскада Вилюйский ГЭС из Амурской области. Доложил нас директор Ленинградской ГРЭС. Третий энергоблок планируем ночью ввести после ремонта. Ремонтные работы сейчас завершаются. Первый энергоблок завтра к вечеру. Ситуация находится на контроле, но достаточно напряженно в силу того, что у нас по Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая все машины в работе. И также у нас практически без резерва работает сейчас каскад Вилюйский ГЭС. Теперь об эпидобстановке. В Якутии за минувшие сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. В Якутске заболели 37 человек. Много новых случаев в Мирнинском районе 26, в Алданском 12, в Нерюнгринском 11, в Амгинском и Татинском по 7. Еще в 9 районах от 1 до 4 заболевших. Прививки от COVID-19 в регионе получили более 15 тысяч человек, в том числе за сутки порядка 2200. Учащиеся столичных школ возобновят очное обучение с понедельника, 1 февраля. Об этом нашему телеканалу сообщил начальник управления образования Алексей Семенов. Занятия возобновятся для всех школьников с 1 по 11 классы. При этом все еще будут учитываться температура воздуха и скорость ветра. Напомним, учащихся с 1 по 8 классы в столице перевели на дистанционное обучение в связи с метеоусловиями с 13 января, старшеклассников с 19 числа месяца. Вопрос о возвращении высших и среднеспециальных учебных заведений к режиму очного обучения должен решиться в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба также заявила замруководителя Ольга Балапкина. По ее словам, в настоящий момент прорабатываются два вопроса. Это увеличение числа вакцинированных студентов и преподавателей, особенно возрастных, чтобы они могли вернуться в аудитории. Второй вопрос связан с тем, что, непосредственно сами по себе билеты, которые сегодня предусмотрены со скидкой, они у нас действуют до 1 февраля 2020 года. Учеба, безусловно, если очная будет, она наступит немного позже. На настоящий момент ведутся переговоры и решается вопрос о продлении срока для выезда студентов на льготных условиях. К другим новостям. Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины 2 раза в неделю, а в Сингапур 3 раза. Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания Singapore Airlines возобновила полеты из столицы России с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва-Сингапур до приостановки полетов был Аэрофлот. Компания официально еще не сообщала о возобновлении рейсов. В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и подтверждения брони номера в гостинице. Рынок по торговле бивнями будет легализован в России в 2021 году. Соответствующие поправки в федеральный закон о недрах внесены в Государственную Думу. Документ включен в план законопроектной деятельности парламента. На текущий год он регулирует правовую базу сбора, переработки и экспорта бивней мамонта. В данное время документ проходит процедуру согласования в федеральных министерствах и ведомствах, а затем будет рассмотрен на Комитете по природным ресурсам Госдумы. Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила экспертизы бивни мамонта. Редкие коллекции и образцы, представляющие научный интерес, отнесены к культурным ценностям. Что касается мамонтовой фауны, то я считаю, что здесь федеральный закон нужен, потому что сегодня рынок мамонтовой кости, он, к сожалению, находится вне всякого правового регулирования. И я поддерживаю те новации, те подходы, которые сегодня, насколько я знаю, законопроект такой рядом депутатов Государственной Думы разработан. Проект, который он, с одной стороны, вроде бы упрощает, но с другой стороны, он на самом деле делает этот рынок уже абсолютно таким понятным и прозрачным. Получив заключение соответствующих министерств и ведомств, в компетенцию которой входит концепция и тематика данного законопроекта, мы постараемся ускоряться. Понимаем, что это очень важно, это поручение главы республики Сергеевича Николаева, плюс правительство республики также имеет планы по теме,
И думаю, что этот вопрос надо решать быстро. Выборы главы Нерюнгринского района состоятся 25 апреля 2021 года. Такое решение было вынесено сегодня на внеочередной 19-й сессии районного совета депутатов. На заседании была принята отставка действующего главы района и назначены выборы нового. Напомним, 25 января глава района Виктор Станиловский подал заявление о досрочном снятии полномочий по семейным обстоятельствам. 27 января мандатная комиссия Нерюнгринского районного совета депутатов приняла его отставку и вынесла решение на заседание представительного органа. Сегодня депутаты единогласно проголосовали за отставку Виктора Станиловского, а также единогласно утвердили дату выборов нового главы района. От лица депутатского корпуса и от себя лично хочу поблагодарить Виктора Николаевича за совместную, хорошую и плодотворную работу. Я уверен, что благодаря именно ему многие вопросы, которые были, так скажем, в застойном состоянии у нас в районе, сдвинулись. Я уверен, что Виктор Николаевич тот человек, который не остановится и не уйдет спокойно на отдых. Его потенциал очень огромный, и я уверен, что он еще покажет себя на благо жителей Нерюнгринского района в целом. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Экспедиция по маршрутам прокладки ВОЛС возьмет старт из Якутска. Конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» прошел в Нерюнгринском районе. Работники культуры и спорта Мирного объединились, чтобы создать уникальную методику оздоровления в направлении этнофитнес. Это итоги дня. Продолжаем программу. Площадку «Фабрика процессов» открыли в столице региона в рамках программы «Эффективный регион». Она направлена на обмен опытом лучших практик. Отныне лучшие практики программы «Эффективный регион» будут доступны для многих учреждений республики. Так, на базе Якутского автодорожного техникума открылась фабрика процессов, где будут проходить обучение специалисты многих государственных учреждений столицы и региона. К нам будут приходить, коллеги из других образовательных учреждений среднего профессионального образования, из управления образования города Якутска, и все желающие, которым будет интересно внедрить у себя на предприятии технологии бережливого производства. У нас открывается учебная площадка. Мы здесь принимаем и проводим, организуем деловую игру, в ходе которого мы обучаем инструментам, которые они могут использовать в своей профессиональной деятельности у себя на предприятии. Автодорожный техникум показал лучший результат в реализации программы «Эффективный регион». И теперь их деятельность будет тиражироваться для других учреждений. Сегодня в рамках открытия фабрики процессов они уже обучили несколько специалистов. Еще раз хочу сказать, что это очень доступно. И я думаю, это доступно для всех уровней подготовки, будь то высшее образование, специалист, либо специалист, имеющий среднее специальное образование, или студент. Поэтому это очень полезно и это хорошо. Так, по новой системе в Якутске работает в управлении образования. У нас как раз идет прием заявок, документации, то есть мы оптимизируемся в этой части. То есть раньше, если мы получали все эти документы наручно в оригинале, то мы сейчас уже оптимизируемся и начинаем работать, и все получаем в электронном варианте. По словам начальника управления образования мэрии, ими реализуются 6 проектов по различным направлениям, которые уже дают свои плоды. Допустим, заявочные процедуры на участие олимпиады, на конкурсы. И управление образования, участвуя в этом проекте, оптимизирует затраты времени, сил, расхода материальных ценностей по заявочным процедурам. Также проект у нас идет по сопровождению подростков, которые совершили правонарушения. И там идет оптимизация взаимоотношений между ведомствами. Отметим, что данная программа реализуется в рамках сотрудничества Якутии с госкорпорацией «Росатом». И она направлена на улучшение работы государственных учреждений и на экономии сил и средств. На самом деле
такие мероприятия, они малозатратны, да, и дают эффект для нашего населения, да, то есть именно вот в части сокращения времени и повышения качества. На сегодня по системе «Эффективный регион» помимо администрации города Якутска работает в Министерстве здравоохранения, Пенфонде, в Министерстве образования и в ряде других государственных учреждениях республики. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. Экспедиция по маршрутам прокладки ВОЛС возьмет старт из Якутска. Ее организует пермская компания «Импульс», выполняющая строительство оптоволоконной линии на участке Якутск-Магадан. Ульяна Шагина с подробностями. Экспедиция с пермскими специалистами начнет старт с Нижнего Бестяха и через Арктические Улусы доедет до Магадана. Это как раз маршрут следования наземного оптоволокна, над которым на протяжении 5 лет работает пермская компания «Импульс». От Нижнего Бестяха до границы Деленкир, до границы по старой трассе проложено более 3,5 километров уже проложено по разным технологиям, то есть там, где оформлено, находится в грунте или на опорах. Вот. Ну и планируется еще, я думаю, что раз в 5 больше. В прошлом году волоконно-оптическая линия связи дошла и до Аймеконского района. Чтобы у селян появился интернет, в грунт уложено целых 38 километров оптики. Протягивали линию от столицы вдоль всей Магаданской магистрали. Оптоволокно охватило обширные территории Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского и, наконец, Аймеконского районов, где за последние 5 лет уже протянуто более 600 километров кабеля. И все поселки уже, и Харатуму, который находится в 3 километрах, и Берегурде, который находится в 7 километрах, все сейчас имеют интернет. Поэтому это у нас очень удобно, потому что школа находится только здесь, в Аймеконе, и уже учителя имеют большую возможность связаться со своими учащимися. Первая линия ВОЛС в Якутии была проложена в поселке Биркакит в далеком 2007 году. До Якутска она дошла только в 2012-м. С тех пор и началось активное развитие цифровизации в регионе. Наземными каналами связи уже охвачено более 87% населения Якутии. Вилюйская группа улусов, Центральная Якутия, теперь и Северо-Восток. ВОЛС 7-мильными шагами добирается и до Арктики. 10 лет назад никто, наверное, об этом даже не думал, что продолжение будет очень такое активное. То есть 7-мильными шагами мы начали строить уже не только в центральной части республики, но пошли уже на север. Вот в прошлом году уже в Оленьке, Харлахе линия ВОЛС появилась. Ждут автоэкспедицию и в Момском районе. По словам главы района Ивана Павлова, сегодня спутниковая связь, через которую обеспечивается теле-интернет-связь в населенных пунктах, дорогая, но вынужденная мера. По плану, значит, это оптоволокно будет проходить через Улухан-Чистайский национальный наслег. Мы очень сильно ждем. Вот, жители наслега ждут. В общем-то, с приходом скоростного интернета, я думаю, жизнь 2 раза будет, как говорится, ускоряться. Сложнейшие климатические условия, трудная транспортная схема, дальние расстояния. Метр за метром укладчики Колымского экспресса идут к своей цели. По ходу их следования к высокоскоростному интернету подключаются дома якутян, школы, больницы и места отдыха. Коллеги подготовились, вот, непосредственно технику подготовили. Вот. Потому что это тоже как бы связано с тем, что строительство будет вестись с помощью спецтехники, и, соответственно, нужно спецтехнику нам завести на те территории, откуда начнется строительство оптоволоконной линии связи, именно уже на север республики. Укладка оптоволокна на север начнется уже в этом году. 1000 километров будет уложено в грунт, а это значит, совместный проект государства и частников идет в правильном направлении. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Итоги 9-го открытого регионального чемпионата молодые профессионалы World Skills Russia подвели в Якутске. Топ-5 лучших результатов среди районов показали Якутск, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский и Нерубинский районы. Также в 5 лучших среди профессиональных образовательных организаций вошли колледж связи и энергетики имени Дудкина, колледж инфраструктурных технологий СВФУ, транспортный техникум и медицинский колледж. Первое место делят между собой технологический техникум сервиса имени Готовцева и колледж технологии и дизайна. Лучшие участники компетенций войдут в состав сборной республики для участия на всероссийском чемпионате.
Новые компетенции у нас появляются по IT-направлениям, да, плюс еще вот по социальным направлениям, например, полицейские и так далее, плюс еще по таким региональные компетенции, так называемые, это обработчик рыбы, например, в Колымском районе, да, и оленевод механизатор, вот такие компетенции. Плюс Жатайский техникум открыл очень интересную компетенцию, это эксплуатация речных судов. Считаем, эта компетенция развивается в соответствии с развитием региона. Конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» прошел в Нерюнгринском районе. Активное участие приняли ученики информационно-технического лицея. С результатами ребят нас ознакомит Екатерина Павлова. Меня зовут Пляский Сергей, я представляю свой проект веб-приложение «Мой личное портфолио». Портфолио позволяет обеспечить доступ к профессиональной информации вне зависимости от места работы или учебы, что позволит избежать ненужных трат и усилий для неоднократного сбора и предоставления одной и той же информации. Такое веб-приложение смог разработать 11-классник Сергей Пляскин, посещающий дополнительные занятия по робототехнике в родном лицее. Я бы выделил, скорее всего, направление в IT, что такое связано с интернетом, с веб-приложениями и так далее. Довольно часто проводятся конкурсы, и, получается, мы к ним готовимся. И каждый год пытаемся создавать новые проекты. В этом году в конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее» Сергей стал обладателем 2-го призового места в своей секции. Сегодня Сергей продолжает развивать свой проект «Веб-портфолио». Создаете учетную запись, можете добавлять туда свои достижения, крепить ссылки к ним. И, соответственно, что самое главное, можете делиться этим. Это очень удобно, если вы, допустим, хотите прикрепить это в резюме. Мария Бердянова, ученица 10 класса лицея, со своим проектом «Наушники с костной проводимостью» стала обладательницей 1-го места конференции. Я нашла в интернете, то есть заводской аналог, но они там стоят очень дорого, и, получается, я захотела сделать точно такой же. Как раз летом, когда я выходила на утреннюю пробежку, я чуть не сбила машину, потому что я ее не услышала, то есть я была в наушниках. Я подумала, почему бы не сделать так, чтобы и слышать окружающий мир, и слушать музыку одновременно. После победы на республиканском уровне Марину рекомендовали для участия в международной конференции и конкурсе по науке. Итог – 2-е место в категории «Инженерные проекты». Занимается робототехникой Марина 2-й год. У девушки большие планы как по доработке уже существующих проектов, так и по созданию новых. Нам самим это интересно. Мы можем даже приходить каждый день, то есть, смотря что надо сделать, мы сидим и делаем. Конференция «Шаг в будущее» является самой значимой площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников в республике. Ребятам есть к чему стремиться, чтобы завоевывать новые награды и приносить пользу своими собственными проектами. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Министерстве культуры и духовного развития республики подвели итоги 2020 года и наметили планы на текущий год. С отчетом выступил министр Юрий Куприянов. Он отметил, несмотря на то, что работа велась в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, регион успешно реализовал национальный проект «Культура». Более того, по словам главы ведомства, пандемия расширила возможности. Так, по посещаемости культурных мероприятий, в том числе и в режиме онлайн, наш регион вошел в список лидеров. По национальному проекту «Культура», который сейчас является стержневой задачей любого, наверное, министерства Российской Федерации, у нас тоже в этом году, наверное, почти 2 раза увеличена сумма поддержки федерального центра проектов, которые будут реализовываться на территории нашей республики. В этом году у нас 9 детских школ искусств нашей республики получат примерно по 5 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами. Мы продвинулись в сфере оснащения модельными стандартами наших библиотек. В этом году мы выиграли федеральный конкурс, и в 2021 году у нас 30 миллионов рублей мы получим на оснащение наших 4 библиотек. 2021 год – это на самом деле ступенька 2022 года. Поэтому все, что мы будем делать, это будет огромная подготовка, финансирование тех работ, которые движутся к намеченной цели к столетию нашей республики. А мирнинские деятели культуры и спорта объединились и разрабатывают уникальную методику оздоровления в направлении этнофитнес. Запуск программы и набор группы планируется уже весной этого года. Подробнее об уникальном направлении Марфирина Алексеева.
Так как среди жителей Мирного занятия по танцам народов Саха и коренных народов Севера пользуются большой популярностью, сотрудники культурно-спортивного комплекса «Алроса» решили подготовить программу фитнеса, движения которых основаны на танцах народов Якутии. Со слов Елены Семеновны, одной из разработчиков программы, этнофитнес очень схож с йогой, так как помимо физической нагрузки программа направлена на энергетическую гармонизацию человека. Это двигательная практика и духовная практика. Самое главное, этнофитнес очень хорошо влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы, укрепление наших суставов, сухожилий, наших мышечных тканей, и развивается координация движений, развивается равновесие. С этой стороны очень самый такой, по-моему, такой полезный вид, как если сказать, спорта или танца. Пробное занятие было представлено в рамках онлайн-проекта «Бодрое утро». Пользователи оценили направление. Большим плюсом является отсутствие каких-либо ограничений. Таким фитнесом можно заниматься в любом возрасте. Все движения естественны для человеческого тела. Также во время занятий инструктор будет рассказывать о скрытых значениях каждого движения. Мы живем в Якутии, и мы хотим, чтобы больше людей они соприкасались с нашей культурой, например, национальной. Очень интересуются здесь у нас в Мирном. Очень многие ходят в студию «Якутский танец», и очень хорошо они занимаются якутским танцем. Пока курс рассчитан на 3-годовое обучение. Со временем программа будет усовершенствоваться. Уже весной текущего года планируется начать занятия. Часть таких практик будут проводиться на свежем воздухе. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и хороших выходных.